такой эпизод во внутриабхазской политике. Это молодежное движение Гарах Пицунда. Хочу поговорить о том, как власть абхазская, в том числе в лице президента, пыталась бороться с этим новым явлением. Первое, что мне приходит в голову, это попытались через разные министерства, ведомства и спикеров навесить ярлыки. Ну, там это иноагенты, это дети, да. Там и еще какие-то там дополнительные. С этим не получилось. Оказалось, что они не дети, а студенты, там работают на нескольких работах и так далее, и так далее. С иноагентами не получилось, потому что посмотришь, кто входит в состав, это все дети представители национально-освободительной борьбы, героев. То есть это то, что им передали там родители, дедушки, бабушки и так далее. С этими ярлыками не получилось. Потом попытались, вот ты тоже был на этой встрече, попытались их задержать. И задержали 8 из них. То есть это второй элемент, это попытаться запугать. Да? И пользовались для этого, конечно, инструмент, это правоохранительные органы. Да? Власть чем может пользоваться. С этим тоже не получилось, потому что буквально через некоторое время ребята провели очередную свою акцию. Третья серия, скажем так, этого противостояния, это было после университета и встреча. У меня такая аналогия появилась, что вот попытались купить, что ли, не хочется таких слов, да, употреблять, но это когда ты приглашаешь несогласных со своей политикой и даришь абсары, да, вот, запомнился, абсар это все-таки денежные средства, да? Символично, да. Да, символично, вроде бы как бы подарок, но на самом деле это деньги, да. То есть вот 3 способа, которые я вижу, что власть в принципе использует во внутренней политике. Это навесить ярлык, что он там например, антироссийский, да, вот. Если он выступает против меня, это он антироссийский, поэтому его не слушайте. Если не получается, то надо попробовать запугать, да, силовым методами. Кстати, силы власти это пользовалась больше, чем любая другая, и даже защищая себя использовала, как ты помнишь, средства Министерства обороны, да, технические средства. Не получилось. И вот третья попытка это купить. Да, то есть, может быть, кому-то напрямую, кому-то обещав какие-то выгоды, да, что вот если, например, у нас пройдет закон об апартаментах, то у вас будут деньги, дорогие граждане, кто может продать земли. Или мы сейчас соберем много денег, потом ветеранам раздадим. Да? То есть вот все инструменты в руках. Да? Все инструменты, которыми использует власть. В лице, ничего оригинального. Ничего, да, все старое как мир. И вот мы уже какое время, обсуждая политику, мы в том числе и с тобой предупреждали, что наступит момент, когда все это не сработает, да? Все инструменты власти, понятно, они не работают, они не могут охватить весь пласт. Ты можешь своих соратников как-то так, да, вознаградить за то, что они с тобой, но всем они не раздают, да? И все не готовы принять, что самое важное. Вот. И наступит момент, когда все-таки будет это противостояние нынешней власти в лице нынешнего президента с обществом. Ты в самом начале сказал, что общество уже выразило свое мнение по многим, да, волнующим моментам, и категорично оно против выступает. Но президент не останавливается. Как ты все-таки видишь, к чему? Вот у меня анализ простой. Это будет столкновение.